Скажите, вот у нас сейчас предлагают ввести права для тех, кто пользуется самокатами. Как вы думаете, прибыль после введения прав у вашей компании снизится? По опыту других стран, которые сделали такую же систему, она практически никакого влияния не повело за собой. То есть он не работает. Этот закон не будет работать, и люди все равно будут его нарушать, потому что нету такого органа, который будет контролировать это. Кто это будет делать? ГАИ, УПСМ, патрульная милиция. То есть сначала надо придумать орган, который будет все это контролировать, и потом только внедрять те или иные законопроекты. А вот еще такой вопрос. Вообще вы как смотрите на то, чтобы внедрять правила? У нас очень много ДТП на дорогах, на пешеходных, особенно с участием самокатчиков. Нужно ли контролировать их? Обязательно нужно контролировать. То, чем занимается наша компания, это не только сдает их в аренду, но и увеличивает культуру вождения на электросамокатах ежегодно. То есть мы первая шеринговая компания в Кыргызстане, и, скорее всего, тут не поможет никакие ограничения и законы, здесь поможет больше именно внедрение культуры вождения на электросамокатах. А как вы занимаетесь внедрением культуры? У нас есть школа вождения на электросамокатах. Мы постоянно даем интервью в разных YouTube-каналах, СМИ и в интернет-площадках. У себя в соцсетях мы постоянно публикуем по правилам ПДД и как должен пешеход, самокатчик и автомобилист вести себя на дороге. Еще важно же, чтобы инфраструктура самого города, у нас где-то есть дорожки для самокатчиков, где-то их нету. Вот, наверное, инфраструктура тоже влияет? Очень сильно влияет. Если вы посмотрите 22 год, была инфраструктура, но чтобы именно велосипеды и самокатчики пользовались, такого не было. В основном люди ходили. И за последние 4 года вы увидели, что культура уже растет, люди меньше начали ходить по велодорожке, и уже мэрия города Бишкек и другие органы рассматривают об увеличении велодорожки.